Глава Коми выразил соболезнования родным и близким погибших во время крушения поезда в Интинском районе. Трагедия унесла жизни 3 человек, 2 мужчин и юной интинки. В этом году она закончила 9 класс. В память о девочке в городе открыли стихийный мемориал на площади Ленина. С самого утра люди к нему несут цветы. Владимир Уйба поблагодарил также всех, кто с первых минут участвовал в ликвидации последствий происшествия и оказывал помощь пострадавшим. Был очень важен первый так называемый «золотой час», и специалисты сделали все для того, чтобы жертв трагедии было меньше. Не могу не сказать просто наивысшие слова благодарности всем, кто с первых минут участвовал в спасении и оказании помощи, ликвидации последствий и помощи пострадавшим. Это спасатели, медицинские работники, специалисты социальных служб, волонтеры, психологи, железнодорожники, летчики. Потому что у нас были задействованы одновременно 6 бортов санавиации, которые были все в работе, которые работали на как раз санитарную эвакуацию, на доставку бригад врачей, потому что бригады врачей летели из Усинска, из Воркуты, готова была бригада из Ухты, бригада санитарной авиации из Сыктывкара. То есть туда прилетело все бригады, которые вот с первых минут были приведены в боевую готовность и рейсами санавиации сразу полетели на место. Поэтому всем огромное спасибо. Ну и, конечно, всех неравнодушных жителей города Инты тоже огромная благодарность, потому что люди приходили в больницу, люди шли по путям для оказания помощи, когда приходили, понимали, что уже помощь оказана, но тем не менее этот порыв достоин уважения. Глава Коми также выразил благодарность министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. С первых минут трагедии он был на связи. Как и профессор, доктор медицинских наук и герой России Леонид Рошаль, президент Центра детской неотложной хирургии, всю ночь координировал работу медиков, которые занимались спасением 14-летней тяжело пострадавшей девочки. Вместе с сопровождающими ее родителями она была доставлена накануне утром в Сыктывкар в Республиканскую детскую клиническую больницу. Вчера же прошла телекоммуникационная консультация с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Было решено перевести юную жительницу Воркуты на дальнейшее лечение в Москву. Девочка нуждается в высокотехнологичной медицинской помощи, которой обладает Центр Леонида Рошаля. Всего на госпитализации остаются 9 пострадавших. Все взрослые пациенты в удовлетворительном состоянии. Они получают помощь в полном объеме. Несмотря на то, что само место происшествия, сход поезда, был практически в недоступном месте. Ну, в недоступном в том смысле, что рядом невозможно было сесть с санавиацией, потому что все вокруг – это затопленные болотистые леса с очень высоким уровнем воды. Само это место, вот этот ручей Черный, это вышедшая из берегов очень бурная река. Накануне 2 суток в Инте и в окрестностях проходили ливневые дожди. Уровни рек поднялись на метры. И в том числе вот этот река или ручей Черный, тоже все вокруг этого места затоплено. Место и так труднодоступное, то есть туда нет ни дорог, повторяю, невозможность где-то рядом сесть в вертолету, а еще вот с учетом этой стихии место стало просто недоступное. Тем не менее, сразу после крушения поезда на место был отправлен специальный пожарный поезд с бригадами медиков на борту. Как отметил Владимир Уйба, на помощь пострадавшим поспешили все врачи Интинской больницы, как и простые горожане. Сплоченность и неравнодушие к чужой беде – вот что показали жители приполярного города. Уже в первые часы местные предприниматели организовали рабочих, вывели необходимую технику, предоставили помещения для пострадавших и питание. Супруга позвонила в администрацию, единому диспетчеру предложила свою помощь. Вот. Я вывел рабочих, завели 2 тракола, легковой автомобиль, позвонили в гостиницу, вывели персонал для приема людей, организовали питание. Вот когда приехали на
станцию, там было множество аргентинцев на легковых машинах, на буханках, тоже также на триколах. То есть убежден, что люди делают это бескорыстно. Вот. Многие аргентинцы откликнулись, и, как говорят, беда сближает. После схода с рельсов поезда, следовавшего из Воркуты в Новороссийск, в соцсетях начала появляться недостоверная информация. В одной из подобных публикаций говорилось о том, что пострадавшим пассажирам подвезли воду, однако раздавали ее не бесплатно, а за 80 рублей. Этот фейк опровергают как сами пассажиры поезда, так и волонтеры, которые работали на месте. Питание и вода для пострадавших были абсолютно бесплатны. А в 3 утра на станцию Интап прибыл поезд-дублер из Воркуты. В него была загружена вода и питание, 361 набор, а еще пледы. Волонтеры помогли пассажирам, которые захотели продолжить свой путь, перенести багаж. Кроме того, в администрации Воркуты со своей стороны добавили, что продуктовые наборы пассажирам поезда, включающие в себя в том числе и воду, выдавались в пути следования 3 раза.